Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, сегодня тема гадания звучит так. Чему быть, чего не миновать в любви? Пожалуйста, посмотрите на песочек и мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Чему быть, чего не миновать мне в любви? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Итак, давайте уже посмотрим, что же ждет вас в любви, чему суждено быть и чего вам не миновать. Так, ну что, мои милые, исполнение. Сразу не буду игнорировать, сразу вам скажу. Самый главный тут наш рисуночек, скажем так, венец нашей карты. Это два человека, над которыми горит звезда. Звезда исполнения. Мои милые, это счастье в личной жизни. Чему быть? Счастью в личной жизни. Чему не миновать? Чего не миновать? Это любви, состояние радости, состояние наполненности и состояние прям эйфории. Растворитесь вы друг в друге. Вот такое идет. Вижу я, что вот нижняя часть нашего рисуночка, она вся колючая, вся какая-то в дырочках, в испытаниях, в потерях, потери себя и мечты, и желание дальше жить. Разочарований, очень много разочарований, очень много болезненных историй. Я вижу тут, как говорится, знаете, нитками что-то шито, просто сшивали вы свое сердце, причем несколько раз, а оно все кровоточит. Здесь разочарование в любви, в жизни, в отношениях. Понимаете, а у кого-то разочарование даже в себе, что, дескать, я какая-то ущербная, со мной что-то не так, что вот не везет мне, все не те, да не то, и вот мне уже столько-то лет, отношений как не было, так и нет. Мои милые, не надо себя клеймить раньше времени. Не нужно клеймить судьбу, не нужно на себя наговаривать. Все, что происходило в вашей жизни, это, скажем так, была подготовка, тренировка. У кого-то это наработка опыта, у кого-то это кармические узлы. Знаете, много людей смотрят гадания, я просто вижу несколько вариантов, и я их те озвучиваю. Вы должны понимать, все, что было, это было не случайно. Это было не просто так. И если вы думаете, что вас кто-то заблокировал, это не так. Даже если вот я вижу, были и магические всякие штучки неприятные, я, конечно, это не люблю, на общих гаданиях я не люблю, но вижу, что были крадуны, причем конкретные крадуны, и было, что вас останавливали по жизни. Когда вас видели угрозу, когда вас чувствовали соперницу, тут, понимаете, у кого-то очень даже сильная магия была задействована в плане того, что обращались к специалистам конкретным, которые вот воздействовали. Но магия, какая бы она ни была, она никогда, запомните, мои дорогие, не приносит нам, во-первых, стопроцентного результата, во-вторых, она всегда вредит. То есть тот, кто делал, даже, знаете, как и в положительном аспекте, и в отрицательном, все равно будет наказан. Потому что магия — это не шутка, это не игрушка. И ни при каких обстоятельствах человека счастливым магия не сделает. Я это очень хорошо знаю, мне уже определенное количество лет, в эзотерике я больше 25 лет, и по молодости, скажем так, я тоже практиковала, занималась и
магичила. Причем магичила, я считала, что я делаю людям добро, помогаю. Да. Вот приходили ко мне там несчастные девочки с маленькими детками, плакали, говорили, вот, дескать, увела соперница, а я вот без него не могу, я без него пропаду, я вот там ребенок, да, 5-10, помоги вернуть. Помогала. А знаете, что было потом? Человек, лишенный воли, человек, он как зверь становился. Он чувствовал, что над ним висит чужая воля. Ему тошно было не то, чтобы там жить, да, вообще существовать. Какая любовь, какие отношения. Такие люди, они порченные, понимаете? Вот даже если вы там и к белой магии прибегаете, к чему угодно, они все равно уже идут порченные. И такой человек, он глубоко несчастный. Он либо начинает драться, либо спиваться. Все равно конец всегда неблагоприятный. Либо какая-то катастрофа происходит с таким человеком. Болеет, там, в аварии попадает, все что угодно. Вот. Потом же эти же девочки приходили и говорили, отвяжи от меня этого засранца, да, он меня мучает, он меня там бьет, он бухает. Понимаете, вот такая ситуация была. Я вот навидалась на своем веку и, честно, зареклась. Мало того, вот посмотрите на мои руки, да, вот я их прячу, а мне 40 лет. Смотрите, какие руки у меня покалеченные. А это все потому, что по рукам мне дали за магию, за вот это вот все нехорошее. Понимаете? Хотя я делала с чистым сердцем. И вот уже последние 10 лет я вообще даже близко к магии не подхожу. И всем прям советую, настоятельно советую, говорю, что никого, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах магия счастливым не сделает. Запомните, если будет у вас такой соблазн, если, не дай бог, такая мысль вам в голову придет, бегите от нее как можно дальше, чурайтесь этих мыслей. Ничего хорошего в этом нет. А те, кто на себе имеют такой грешок, мои дорогие, кто имеет, то кайтесь, просите прощения. Потому что это все равно, что у человека жизнь отнять, понимаете? Вот оно вот так вот идет. Вот я вам говорю, что я вижу, что на кого-то магия такая была сделана. Но сделана давно. То есть свежего здесь я не вижу. Я вижу свежий негатив. Может быть, да, вот там считают вас какой-нибудь такой, знаете, напыщенной, какой-нибудь, там, знаете, как задавакой какой-нибудь, да. Завидуют, как выглядите, завидуют, как живете, да. Никто ж не знает, как вы по ночам в подушку плачете. А считают, что вы живете королевой, и вам прям с неба сыпется, да, и боятся вас. И, знаете, как сравнивают себя с вами, да, и понимают, что проигрывают. Вот такая идет ситуация. Могут что угодно тут делать. Зависть, она, знаете, как заноза. Ничего с ней не сделаешь. Болит, да. Так что, мои дорогие, то, что там кто на вас делал, это уже в прошлое ушло. Да, конечно, может у кого-то висеть, но это вот, ну, точечно будет, да. И то, мои дорогие, я советую, конечно же, снимать такие вещи, если чувствуете на себе негатив, либо молитвами, либо чистками, либо через святые места и храмы. У меня рецепт для всех такой идет, да. Конечно, бывают ситуации, когда ну, очень сложно, да, это видно, и я тогда направляю к другим, там, скажем, специалистам. Но еще раз говорю, то, что вы сами себя снимете, это самое вот оно и есть, самое ценное. И вы мало того, что вы себя очищаете сами, так вы еще и урок свой проходите. Ведь просто так абсолютно здорового, нормального человека его невозможно испортить, если у него есть это в карме, если у него есть в уроках его кармических, запросто. Да? Если бы это все было на самом деле так просто, да, навести на кого-нибудь, там, испортить, то представьте, сколько бы было в мире порченных людей, да, и человечество бы уже давно-давно вымерло. Но, слава богу, не все мы с жесткой кармой, и не всем прилипает. Вот так вот я даже вам скажу. Так, что я еще вам хочу сказать? Тут я отступила, вы уж извините, но тем не менее. Не нужно себя хранить раньше времени. Не нужно расстраиваться, не нужно переживать. Я вижу, что все будет хорошо. Сейчас сложное время, было еще хуже, но в будущем у вас идет улучшение. Что произойдет? Для тех, кто сейчас в отношениях, да, отношения сложные и тяжелые. Здесь у вас мужчина, ну, скажем так,
он переживет какое-то испытание. Испытание сложное, испытание необычное. Тут может быть все что угодно. Да? Тут какой-то вот очень сильный испуг идет. Испуг, может быть испуг, связанный со здоровьем, либо с лишением свободы. Знаете, вот как человек теряет, да? Теряет свою, скажем, способность быть свободно передвигаться, да, это может болезнь быть, а может, еще раз говорю, да, не дай бог, там какие-нибудь такие вещи, связанные с лишением свободы. Вот, и очень сильно мужчина испугается, и голова у него на правильное место станет, да, все в голове там на правильное место станет. Станет он ответственным, серьезным, понимаете, как другими глазами будет на вас человек смотреть. И будете думать, он ли это, либо не он. Подменили. Подмена будет в хорошем смысле слова. У него вот эта вот вся его дурь, извините за слово, но я вижу, что она в нем есть, она в нем играет. Причем играет, наверное, с самой молодости, с самого детства. Она из него в один момент и вся уйдет, испарится. И станет он серьезным человеком, ответственным, будет любить вас, будет ценить вас и будет вкладываться и в отношения, и в семью. Для тех, кто сейчас не в отношениях, для тех, кто в поисках, да, кто одинокий, либо вот, ну, там, присматривается, то я вижу, что у вас знакомство с человеком будет через 2-3 месяца. Через 2-3 месяца вы познакомитесь с мужчиной. Мужчина к вам дорогу делает. Не вы к нему, а он к вам дорогу делает. То есть знакомство будет идти от мужчины. Знакомство будет таким, знаете, прям продуктивным. Вот вы как-то с ним познакомитесь, да, и начнутся отношения прям быстро-быстро, прям как скорость начнете набирать в отношениях. И знаете, быстро войдете именно в близкие отношения, быстро войдете именно вот в семейность, да, жить вместе станете. Свадьба, кстати, свадьба, вот у кого, это будет у вас следующим летом. Следующее лето, вот туда лето, ну, кого-то будет летом, прям в серединке лета, а у кого-то ближе к осени. Вот такое идет. Так что, мои дорогие, очень-очень даже и неплохо. Не переживайте, знайте, что все будет у вас замечательно, все будет как надо. Что мне очень нравится. Я не хочу заострять внимание на вашем прошлом, на вашем настоящем, но каждый сам за себя знает. Было бы оно тут хотя бы нормальное, но тут все очень плохо, очень грустно. Я не хочу про это говорить, я вам расскажу про ваше будущее, про то, что счастье будет, про то, что у вас, понимаете, как дом полная чаша, все на своих местах. Здесь именно такие отношения, когда мужчина, он, как говорится, голова, а женщина шея. Да, куда шея повернет, туда голова и смотрит. Но внешне будет казаться, что, ну, такая патриархальная семья, где там муж все решает, да, жена, она такая сердечко, душа этой семьи, все на ней держится. На самом деле я вижу, что все будет по-другому. Мужчина здесь будет и защитник, и добытчик, и, ну, где-то будет и помогать вам по хозяйству. Все будет на себе он нести. Ну, а вы, моя дорогая, будете наслаждаться своим счастьем, тем, что у вас как раз таки и любовь пришла, и счастье пришло. И мало того, я еще вижу у вас отдельно вот хвост у вас идет. Здесь, скорее всего, по работе вы еще как-то себя реализуете. Понимаете, вот так вот у вас идет. Здесь у вас реализация, как говорится, по всем фронтам будет. Но что больше всего мне нравится, это то, что у вас дом полная чаша дом. И вот все, что вы себе там сейчас мечтаете, вот оно исполнится, но в 3 раза больше. Вот так вот я вам скажу. И это, на мой взгляд, просто чудо. Чудо чудное, диво дивное. Желаю, чтобы поскорее у вас в жизни все так и было. На этом мое гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.